Три сестры, три судьбы, три культуры, три страны. Абхазия, Россия и Япония. Кажется, эти красивые, а порой грустные мелодии рассказывают о интересных и трагических событиях, происходивших в жизни петербуржцев, пианистки Марии, скрипачки Анны и художницы Варвары. В память о сестрах Бубновых, которые прожили в Абхазии немало лет и внесли большой вклад в культурное развитие нашей страны, в Центральном выставочном зале была организована выставка. Здесь и фото сестер, и работы художницы Варвары Бубновой, которые по сей день хранятся в Государственной картинной галереи. Их около 40. Первой из сестер в Абхазию переехала пианистка Мария Бубнова. Живя в Сухуме, она стала одной из ведущих педагогов Сухумского музыкального училища, в котором проработала более 20 лет. Мария Бубнова была удостоена звания «Заслуженный педагог Абхазской АССР» и воспитала здесь целую плеяду музыкантов. Значит, 30-е годы сюда, вот в Абхазию, в Сухум, приехала Мария. Она была пианисткой и награждалась не раз правительственными наградами. Аза Аргун из трех сестер была знакома только с художницей Варварой Бубновой. Так случилось, что Варваре пришлось прожить много лет в Японии. В 1922 году она вместе с матерью отправилась туда, чтобы навестить младшую сестру, скрипачку Анну Бубнову-Она, которая была там замужем. И они остались в Японии на 40 лет. Так получилось, что это был железный занавес, как известно. Сестры Бубновы смогли вернуться только спустя более 36 лет на родину. Но они, конечно, находясь в Японии, они много сделали они внесли такой большой вклад в культурной жизни Японии, что японцы до сих пор помнят об этом. Варвара Дмитриевна преподавала русский язык и литературу и вырастила целую плеяду японских русистов. Она ведь была художником и работала одновременно как художник. Она совершенствовалась в области литографии, ее критики высоко ценили и художники. А Анна, она положила начало русской скрипичной школы в Японии и вырастила более 2000 японских скрипачей. В Японии Варвара Бубнова пережила разрушительное землетрясение в 1923 году, а потом и бедствие Второй мировой войны. Затем сгорели ее дом, мастерская вместе с работами и библиотека. К тому времени ее сестра Мария переехала в Абхазию. Варвара направилась вслед за ней. По словам Азы Аргун, Абхазия напоминала ей Японию. Здесь она жила и творила. В Абхазии Варварой были написаны картины «Зимой у моря», «Сухум вечер», «Осенние цветы», «Сухумская набережная», а также портреты сухумцев и ряд других работ. Затем в Сухум из Японии переезжает и скрипачка Анна Бубнова. Таким образом, все три сестры Бубновы на какое-то время оказались в нашей стране. Выставка в ЦВЗ открылась еще 17 мая, а завершить ее организаторы решили музыкальным вечером. В программе участники ансамбля под управлением заслуженного артиста Михаила Алхазова и лауреат музыкальных конкурсов «Нано-Черкезия» представили около 12 музыкальных произведений. Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры Абхазии, Национальной картинной галереи, организаторов выставки, заведующей фондом сестер Бубновых Азы Аргун и ЦВЗ. Больше на этой выставке, конечно, говорим про Варвару Бубнову, но вклад сестер Бубновых в музыкальное искусство Абхазии, в ее развитие, оно заслуживает отдельного внимания. Мария Бубнова умерла в 1963 году, а Варвара с Анной остались жить в Сухуме. Скрипачка Анна продолжала преподавать в Сухумском музыкальном училище. Она ушла из жизни в 1979 году. После этого Варвара Бубнова переезжает в Петербург. Но похоронить себя она завещала в Сухуме, рядом со своими сестрами. К Варваре Бубновой в Сухум приезжали Александр Твардовский, Константин Симонов, ее японские друзья и ученики. Сама организатор выставки Аза Аргун много лет собирала материалы о сестрах Бубновых и надеется, что когда-нибудь в Абхазии ей удастся открыть музей имени сестер Бубновых. Ведь три сестры, живя в трех странах в разное время, смогли связать три культуры – абхазскую, русскую и японскую. Кугуса Вардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.